Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Всевышнего Аллаха. И мы сегодня с вами завершаем разбор слов, которые одним словом мы назвали аль-хаукаля, хаукаля, то есть это слова ля хауля валя куввата илля билля, что означает нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, кроме как с позволения Всевышнего Аллаха. На прошлой лекции мы с вами говорили про достоинство этих слов. Сначала говорили про достоинство этих слов, связывая эти слова с другими 4 словами, так ведь? Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ля иляха илляллаху Аллаху акбар ва ля хауля ва ля куввата илля биллях. Также разбирали отдельно достоинство этих слов. И мы с вами говорили, приводили хадисы нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который назвал эти слова, что эти слова «мин абуабиль джанна» являются дверью из дверей рая, что через эти слова человек найдет себе вход в рай, иншаллах, это одна из дверей рая. Также мы с вами говорили, что эти слова являются кладом, сокровищницей из сокровищниц рая, тахталь гарш, еще говорили, да, что эти сокровища, они находятся под троном Всевышнего Аллаха. Также мы с вами вспоминали хадис, где пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что эти слова являются гайрасуль джанна, то есть насаждениями, райскими насаждениями, саженцами рая. Еще мы с вами приводили хадис, связанный с Исра, с ночным переселением пророка, алейхиссаляту вассалям, где он встретился с пророками, и один из пророков, это был Ибрахим, алейхиссалям, который попросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, донести, передать от него салям, от Ибрахима салям, и говорил, что пусть твоя умма больше произносит эти слова, ля хауля ва ля куввата илля билля, ибо эти слова являются саженцами рая. То есть каждый раз, когда мусульманин будет повторять, говорить, произносить эти слова, по воле Аллаха у нас в раю, в райских наших садах появляется саженец, то есть дерево. Также мы с вами говорили, что вспоминали хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал вот эти слова бакиятус салихат, то есть это те благие дела, которые останутся. И мы с вами еще вспоминали аят, с какой сурой? Суратуль Кахф, да? Аль-малу валь-бануна, зинатуль хаяты дунья, валь-бакиятус салихат, то есть ваше имущество и ваши дети являются для вас красой, украшением этой жизни, но бакиятус салихат, то есть это те благодеяния, которые останутся навеки, для вечной жизни. И вот как раз в тафсире некоторые ученые сказали, что это 5-кратный намаз, некоторые ученые сказали, что все-таки это речь идет именно об этих словах, вот именно ля хауля ва ля куввата илля билля. Некоторые сказали, что да, в первую очередь с хадисом мы понимаем, что это именно эти слова, а затем уже все наши благодеяния, все наши добрые дела. И также мы с вами вспомнили хадис, где пророк, алейхиссаляту вассалям, призвал свою умму больше говорить это слово. То есть не просто говорить иногда, да, а больше и чаще повторять слова ля хауля ва ля куввата илля билля. И все эти хадисы, и, конечно, одной лекции, чтобы вспомнить все хадисы, связанные с ля хауля ва ля куввата илля биллях, недостаточно, но даже вот эти хадисы указывают на величие
этих слов на то, что на самом деле эти слова указывают на, то есть означают что-либо великое. То есть не просто так, потому что они там красиво произносятся, да? Каждое слово. Почему сура Фатиха является самой великой сурой? Потому что сура Фатиха несет в себе самые великие значения. Каждый аят несет в себе самые величайшие значения. Почему аятуль курси является самым великим аятом Корана? Потому что аятуль курси этот аят собрал в себя самые величайшие знания, которые описывают Всевышнего Аллаха. Поэтому он является... Почему суратуль Ихляс, пророк, саллаллаху алейхи сказал, суратуль Ихляс равносильно 1/3 Корана. Кто-то может сказать, да, бисмилля, 3 раза сейчас суру Ихлас почитал, куль ху Аллах, и как будто я... Да, на самом деле, как будто ты прочитал весь Коран. Но это не потому, что его легко читать или там красиво произносится, потому что суратуль Ихляс, вот эти 3 аята, куль ху Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид ва лям юлад ва лям якун лаху куфуан ахад, они вобрали в себя, собрали в себе значение 1/3 Корана. Поэтому здесь то же самое. Ля хауля ва ля куввата илля билля. На самом деле эти слова собрали в себе огромные, величайшие слова. И вот сегодня как раз давайте поговорим о значении этих слов. Мы с вами говорили, что в переводе во многих книгах пишется, что «Ля хауля ва ля куввата илля билля» нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Это, конечно, очень узкий перевод, потому что сила, слово «сила», «мощь» никак не передает полное значение, полный смысл этих слов. Поэтому, что касается «ля хауля ва ля куввата», мы можем сказать, что нет хауля и нет кувва, кроме как у Аллаха, это понятно, но что такое хауль и что такое кувва? Да? Кувва, конечно, это сила, это мощь Всевышнего Аллаха, а хауль, ученые объясняют, что хауль это тахауль, это изменение чего-либо. Это аль-харака. Многие праведные предшественники, когда у них спросили, что же означает слово хауль, они сказали, что это харака. Харака это харакат, это движение, это изменение, это перемена, это сдвиг. Что это означает именно в этом слове хаукаля, да, ля хауля ва ля куввата илля билля? То есть ничто из творений Всевышнего Аллаха не может измениться с одного состояния в другое, не может изменить свое положение, свое состояние, да, кроме как по воле и помощи Всевышнего Аллаха. То есть ни одна молекула, ни один атом не может изменить свое место, свое положение, свое состояние, кроме как по воле Всевышнего Аллаха. И любое движение, любое изменение, любой сдвиг, любая перемена может происходить только по воле Всевышнего Аллаха. Вот как раз сегодня мы с вами об этом и поговорим. Это величайшие слова. Но каждый мусульманин должен понять смысл этих слов. На что они указывают? Что мы понимаем, говоря эти слова, под этими словами? Потому что смысл поминания, цель поминания, мы должны понять, дорогие братья, заключается в понимании того, что мы говорим. Это не просто двигать языком, говорить какие-то складные, в рифму, красивые слова. Нет, каждый зикр, конечно, он очень красивый, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он говорил коротко, и он говорил очень красиво. Не было ни одного человека среди арабов, который говорил бы лучше, красивее него.
Потому что это был пророк. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Уллимту би джавами'иль калим». Аллах научил меня джавами'иль калим, то есть избранным словам. Избранным словам. То есть это были сливки, это была сметана. Самые лучшие, самые содержательные слова мы находим в зикрах, в дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, конечно, никто красивее, лучше него не может говорить. Но смысл зикра не только в этих красивом звучании. Мы должны, поминая Всевышнего Аллаха, мы должны понимать, о чем мы говорим. Какой посыл несут эти слова. Что означают вот эти слова. И мы должны это пропускать через наш разум, через наше сердце. И в этом смысл поминания Всевышнего Аллаха. То есть, если человек, мусульманин, будет произносить величайшие слова, которые он найдет в Коране, которые он найдет в словах мольбы, поминания Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который использовал, да, но не будет понимать смысл этих слов, то та'фир, то есть влияние этих слов на его сердце не будет. Влияние этих слов на его жизнь будет очень маленькой, мизерной. И польза, которую обещал нам пророк, за то, что мы будем говорить эти слова, польза будет очень маленькой. Или этой пользы вообще не будет. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда говорит, что любой мусульманин, который будет произносить такие-то, такие-то слова, и за это ему будет то-то, то-то, то-то. Например, есть слова, за что Аллах будет нам прощать грехи. Есть слова, которые, например, сопровождают наши дуа. Если мы скажем эти слова перед дуа или после дуа, Аллах обязательно примет наш дуа. Но это же не значит, что мы просто выучили эти слова, вот эти складные в рифму, красивые какие-то слова, термины, их произнесли, и все, у нас дуа сейчас открылась, да? Как, например, слова поминания Аллаха, которые использовал Юнус, алейхиссалям. Будучи где? В чреве кита. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это дуа мустаджаб. То есть любой мусульманин, который использует эти слова во время дуа, Аллах примет его мольбу. Дуа. Ла иляха илля ан субханака инни кунту миназ залимин. Да? То есть любой мусульманин может их выучить и спокойно может их говорить, а потом делать дуа, и все, у него дуа примется. Да? Нет. Для того, чтобы эти слова были причиной того, что Аллах примет твои дуа, твое сердце должно находиться в том положении, в котором находился кто? Юнус, алейхиссалям. Юнус, алейхиссалям. То есть, ла иляха илля ант. Нет достойного, истинного божества, кроме тебя. Субханак, ты пречист от всех недостатков. Он же хотел убежать, скрыться от веления Аллаха. И в итоге он понял, что проблема в нем. Это он совершил ошибку. Так ведь? Субханак, Аллах, ты пречист от всех недостатков. У тебя не может быть никаких недостатков ни в твоей сущности, ни в твоих именах, ни в твоих атрибутах, ни в твоем решении. Инни кунту миназ залимин. Это я был несправедливым. И он это говорил, находясь где? Три темноты. Темнота ночи, темнота моря и темнота, скажем, брюшной полости кита. То есть там никто ему не мог помочь. Никто, никому не позвонишь, никого не попросишь. Слушай, заберите меня отсюда. Все, погибель. Поэтому это не просто так. Ла иляха илля ан субханак инни кунту миназ залимин. Все, попросил, и все, сейчас ждешь. Где ответ, да? Нужно понимать, о чем ты говоришь. Что за это слова? Поэтому влияние на твое сердце будет очень маленьким, ничтожным, если ты будешь говорить эти великие слова, но не понимать величие этих слов
и смысл этих слов. Поэтому мусульманин, он должен учить. Вот поставьте себе цель, дорогие братья. Сначала не выучить много зикров, да, а сначала давайте посмотрите, какие зикры вы уже выучили. Какие зикры вы используете в течение вашей жизни. Неважно, это утренние зикры, вечерние зикры. При входе в туалет это сунна. Так ведь есть специальный зикр. При выходе из туалета, перед едой, бисмилля, после еды, когда ложишься спать, когда открываешь, просыпаешься, есть зикр. Так ведь? Вот давайте поставьте себе цель. Не знаю, как сейчас говорят. Напишите там, нарисуйте себе дорожную карту, составьте ТЗ, график, изучите смысл каждого слова в зикрах, которые вы используете. Особенно зикры, которые мы используем где? Во время намаза. Во время намаза. Аллаху Акбар. Субханак Аллахума бихамдик, ва табарак асмук, ва та'аля джаддук, ва ла иляха гайрук. О чем ты говоришь? Ауду билляхи минаш шайтану раджим. Перед сурой Фатиха. Суру Фатиха. Как можно совершать намаз и ждать от намаза чуда, что этот намаз исправит всю твою жизнь, что тебе придет очень много бараката, когда ты стоишь перед Аллахом, читаешь суру Фатиха, знаешь с хадиса, что каждый аят Аллах отвечает на этот аят, а ты сам даже не понимаешь, о чем ты говоришь. Ты говоришь великие слова «Ияка нахбат ва ияка настаин». Это присяга. Ты даешь присягу в каждом ракагате. Тебе только я поклоняюсь, и у тебя только буду просить помощи, а сам не понимаешь, о чем ты говоришь. Субхану раббил азим. Ты говоришь величайшие слова, а не понимаешь, что ты говоришь. Субхану раббил а'ля, ат-тахият, салават. Это все надо учить. Учить не только произношение, а каждое слово, что означает, о чем ты говоришь. Это же вот только тогда эти слова будут влиять на тебя. Только тогда эти слова будут воспитывать тебя, исправлять тебя. Исправлять тебя. Только тогда вот эти суры, которые являются исцелением, каждый аят это чудо Аллаха. Неповторимые. То есть никто из творений не может написать, придумать такие аяты. Это каждый аят это чудо Аллаха. И каждый аят в этом барака, благодать, милость Аллаха. И каждый аят это величайшее лекарство, которое лечит наши болезни, болезни сердца. Там и витамины, там и лекарства, там все есть. Но почему мы читаем Коран, а результата нет? Да потому что мы очень часто не понимаем, о чем мы говорим. Поэтому надо изучать смысл. Были ученые, которые, я уже говорил про это, которые всю ночь сидели и повторяли суру Ихлас. Одну суру Ихлас. Всю ночь. Потому что они понимали, вникали в смысл этих аятов. Вот поэтому, дорогие братья, если мы хотим, чтобы те слова, которые мы произносим, на самом деле дали такой баракат, который давали сподвижникам, да, ученым, которые воспитывали наши сердца, приближали нас к Аллаху, да, мы должны изучать эти слова, смысл этих слов должны изучать. Если мы хотим, чтобы эти зикры давали нам плоды, вот только тогда, когда мы начнем произносить эти слова, понимая смысл этих слов, понимая то, на что они указывают, на какие величайшие вещи они указывают, да, какие величайшие уроки они нам дают, вот эти слова, только тогда мы будем получать, начнем получать что? Плоды, сладкие, полезные плоды этих зикров. Только тогда, иншаллах, по воле Аллаха, как скажем, ятахаккак, то есть осуществится полная польза, мы получим полную пользу от этих слов. И именно поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Абу Хурайра,
своему любимому сподвижнику Абу Хурайра, радиаллаху анху, «Аля адуллюка аля калиматин мин тахтил арши, мин канзиль джанна». То есть не указать ли, не научить ли мне тебя словам, которые находятся под троном Аллаха, которые являются сокровищем рая, сокровищем рая. И он сказал: говори, ля хауля ва ля куввата илля билля. Говори, ля хауля ва ля куввата илля билля. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. И тогда Аллах ответит этому человеку: аслама абди вастаслама. То есть покорился мой раб мне и подчинился. Поэтому это слова, вот эти хаукаля, ля хауля ва ля куввата илля билля, это слова покорения Всевышнему Аллаху. Это слова подчинения, когда раб подчинился Аллаху. Это слова, когда раб отрицает любую силу, любую мощь, любую возможность в себе, кроме как по воле Аллаха. Кроме как по воле Аллаха. То есть он оставляет всю силу, всю мощь, все изменения, все перемены, все движения оставляет кому? Одному Создателю. Все, что происходит, как на земле, так и на небесах, все, что происходит вокруг нас, все, что происходит в нас, в нашем организме, то, что у нас течет кровь, то, что наши легкие вдыхают воздух и выдыхают, то, что наше сердце бьется, то, что наши, не знаю, мозг, нейроны, они двигаются, дают какие-то сигналы, и наши руки, ноги слушаются нас. Человек принимает пищу принимает желудок, выделяет соки, происходят какие-то сложнейшие процессы. Это все ля хауля ва ля куввата илля билля. Это все может происходить только по воле Аллаха. Только по воле Аллаха. Поэтому это есть слова покорения Аллаху. Это есть слова подчинения Аллаха. И человек, который произносит эти слова, он должен понимать, что он раб. А раб, он ничем не может владеть из его великих дел. То есть у него ничего нет, кроме как то, что Аллах ему дал. И он ничего не сможет сделать, кроме как по воле Всевышнего Аллаха. И он не в состоянии отразить что-либо, не в состоянии отразить. Он не может защитить себя. Не то, что от врага, от мухи, от болезни, от инфекции, от коронавируса и других болезней. Да? Не может ничего отразить, не может отразить ни одно зло. «Валя кувватун фи джальби хайрин». И также он не может взять, собрать, получить что-либо из благого, то есть он не может, не в состоянии отразить ни одно зло и не может привлечь ни одно добро, ни одну пользу, илля би ирадатилля, кроме как по воле соизволения помощи Всевышнего Аллаха. То есть любое зло мы в состоянии отразить, только если Аллах пожелает. Если Аллах нам даст это. Даже камень, который на нас полетит, мы даже руку не сможем вот так подставить, если Аллах вот этот сложный процесс, когда ты видишь, что на тебя идет опасность, да, ну что-то там, да, и ты знаешь, что нужно закрыть эти рукой мозги, вот эти процессы, сейчас начались сигналы, да, это только по воле Аллаха. Ты ничего не сможешь. Ты едешь в машине, и навстречу выбегает пешеход. Ты не сможешь среагировать в мгновение ока. Ни инстинкт твой не сработает, ни мозги твои, ни опыт твой, если Аллах тебе не даст. Поэтому инстинкт от Аллаха. Вот этот твой опыт, это тоже от Аллаха. Вот это твоя реакция тоже от Аллаха. То, что выбегает что-либо или кто-либо, и ты поворачиваешь руль, нажимаешь на тормоз, а потом только через сколько-то секунд понимаешь, что произошло, это же все на уровне инстинкта, это же Аллах все тебе дал. Поэтому мы не можем отразить зло, кроме как по воле Аллаха.
И мы не можем привлечь какое-либо добро, получить какое-либо добро, добиться этого добра, кроме как по воле Аллаха. Вот поэтому человек, который говорит эти великие слова, он должен понимать это. Он должен понимать, что раб ничего не сможет сделать. Мы даже еду не сможем проглотить, если на то не будет воля Аллаха. Мы должны знать, что эта еда, она не будет перевариваться. Желудок не будет переваривать нашу еду, если Аллах не прикажет этому желудку. Любой процесс, там, не знаю, физика, химия, неважно, природа, как это, я не специалист в науках, да, но мы должны понимать, что ничего не происходит, даже на уровне атомов, молекул, кроме как по воле Аллаха. Ля хауля, значит, ничто не может даже двинуться с места. Ничто, ни великое, ни маленькое, ни ничтожное, ни микро, ни макро, неважно, кроме как по воле Аллаха. Это мы должны понимать. И раб не может выйти с состояния греха в состояние покорности, кроме как по воле Аллаха. То есть, если человек сегодня пребывает в состоянии греха, он совершает грех, он не может исправиться, если его Аллах не исправит, если на то не будет воля Аллаха. Также, «Валя мин марадин иля сихха» больной не может исцелиться и выйти в состояние здравия только по воле Аллаха. Врачи, они создают условия. Они делают все причины. Выписывают лекарства, вводят какие-то лекарства, систему ставят, уколы, да. Но они просто, как вот земледелец, он копает, обрабатывает землю и сажает росток. И создает все условия, чтобы этот росток, зернышко, оно выросло. А вот то, что происходит внутри зернышка, результат, это уже от Аллаха. И здесь то же самое. Врач, он лечит, а исцеляет только Аллах. Дава от врача, а шифа от Аллаха. Результат от Аллаха. Поэтому человек не в состоянии перейти с положения болезни в положение здоровья только по воле, кроме как по воле Аллаха. Вот это есть ля хауля валя куввата. Валя мин вахнин иля куа. Человек не в состоянии перейти с состояния слабости, униженности в состояние силы и могущества. Также можно сказать состояние факра, то есть нужды. У него нет денег, ему не хватает на еду, он голодный, он слабый, беззащитный, да? Он не может перейти в состояние сытости, обеспеченности, айза, мощи, силы, уважения, кроме как по воле Аллаха. Поэтому мы говорим, «Тиль мулька ман таша, ва танзивуль мулька мимман таша». Ты наделяешь имуществом того, кого пожелаешь, и ты лишаешь имущества того, кого пожелаешь. «Ва туиззу ман таша». Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь. «Ва тудиллю ман таша». И ты унижаешь, кого пожелаешь. Бедикаль хайр. Все благо в твоих руках. Поэтому вот это есть как раз переход с одного состояния на другое. Только по воле Всевышнего Аллаха. «Валя куввата лаху аля аль-киями биша'нин мин шу'унихи». И ни один человек не в состоянии совершить что-либо из того, что он пожелает, кроме как по воле Аллаха. Вот он пожелал что-либо, он пожелал встать. Он встанет, если пожелает Аллах. Он пожелал что-то сказать, он скажет это, если пожелает Аллах. Он моргнет глазом, если пожелает Аллах. Так ведь? Он ляжет, если пожелает Аллах. Он добьется чего-то. Он возьмет это или вернет, если пожелает Аллах. «Фама ша Аллаху кана». И еще, он добьется какой-либо цели, если на то будет воля Аллаха. То есть человек не сможет добиться цели, своих устремлений, если на то не будет пожелания, воля
Всевышнего Могущественного Аллаха. Фамаша Аллаху кан. Маша Аллаху кан. И то, что пожелал Аллах, оно будет. Вама лям яша лям якун. А то, чего Аллах не пожелал, лям якун, этого никогда не будет. Почему не будет? Потому что этого Аллах не пожелал. Ва умурул халаик ма'кудатун би кадаихи ва кадарихи. И все дела, деяния, движения созданий, а все мы создания, они связаны с решением и предопределением Аллаха. Ничто не может происходить ни на земле, ни на небесах, кроме как по предопределению и решению Всевышнего Аллаха. И Аллах решает так, как Он хочет, как Он захочет. Аллах решает так, как Он захочет. И если Аллах что-либо решает, никто не может изменить Его решение. Никто. Вот если Аллах пожелал кого-то ввести в заблуждение, никто не сможет изменить решение Аллаха. Если Аллах решил кого-то наказать, никто не сможет Аллаха остановить. Если Аллах приказал ангелу смерти забрать чью-то душу, никто не сможет воспротивиться, остановить, не знаю, поперек лечь, да, задержать, даже задержать ангела смерти, потому что на то воля Аллаха. Маша Аллаху кан, ва ма лям яша лям якун. И никто не может изменить его решение. Никто не может переубедить, никто не в состоянии, и никогда не будет переубеждать Аллаха. Аллах ни у кого никогда не будет спрашивать. И фама ша'a кана кама ша'a фил вакти аллади яша. То есть то, что Аллах пожелает, это будет так, как Он пожелает. И тогда, когда Он пожелает. То есть, как это будет происходить, и когда это будет происходить, все будет только по воле Аллаха. И как Аллах Тааля пожелает. И валяхуль мульку, валяхуль хамд. И Аллаху принадлежит все царство, и Аллаху принадлежит вся хвала. Валяху дунья валь ахира. И в руках Аллаха как дунья, так и вечная жизнь. То есть все, о чем мы говорим, даже движение молекул, атомов по воле Аллаха, как в этой жизни, как в этой вселенной, так и в раю, так и в аду. Так и в раю, так и в аду. Везде. То есть в вечной жизни. Валяху ни'мат валь фадл. И Ему принадлежит все благо. Вама бикум бин нигма фа мин Аллах. Аллах сказал, любое благо, которое постигает вас, которое вы получаете, которым вы владеете, казалось бы, да, все от Аллаха. Здоровье, значит, тебе Аллах дал. Глаза видят, значит, Аллах тебе дал. У тебя есть машина, Аллах тебе дал. У тебя есть жена, Аллах тебе дал эту жену. У тебя есть дети, тебе Аллах дал. Вот поэтому они у тебя есть. У тебя есть жизнь, ты живой, потому что Аллах тебя оставил. Поэтому у Аллаху принадлежит все благо. Валяху санауль хасан. И мощь, сила Аллаха обхватывает абсолютно все. Абсолютно все. И то, что я еще, оказывается, одно небольшое предложение пропустил. Валя тақаддама, валя таахара. То есть то, что Аллах пожелает, оно будет, и никто не сможет не изменить это, не поторопить и не отсрочить. То есть то, что Аллах пожелает, это будет так, как Он пожелает, в таком виде, в каком Он пожелает, и тогда, когда Он пожелает. И никто, вот это предопределенное Аллахом время, не сможет ни поторопить, ни отложить. Ни на секунду раньше, ни на секунду позже. То есть вот так пожелал, и оно вот как-то вот так получилось. У Аллаха так не бывает. Это у нас, у рабов. Вот я захотел вот в это время доехать до этого времени, но не получилось. Почему? Потому что там гололед был, снегопад был, там ГИБДДшники остановили, долго протокол писали. Огромное количество причин, которые не зависят от нас. Поезд опоздал. Потому что есть причины, которые не зависят от машиниста, от РЖД. Самолет опоздал.
погодные условия, турбулентность, там еще что-то случилось. То есть огромное количество причин, которые не зависят от пилота, от самолета, от авиакомпании, от страны, которая принимает этот самолет. Огромное количество. А у Аллаха так быть не может. Потому что все абсолютно зависит от Него. И погодные условия, и снегопад. То есть, если Аллах предопределил, чтобы этот человек доехал именно в это время, в это место, в этом виде и в эту секунду, все будет так. Потому что все зависит от Него. Он знает и снегопад, и гололед, и ГИБДДшник в его руках. Все абсолютно в его руках. Поэтому ничто не может быть раньше, ничто не может быть позже. Вот, например, там беременной маме говорят врачи, вот у тебя там срок вот в такой-то месяц, примерно в такой-то день. Да? Ну вот так происходит, что она рожает раньше или позже. Почему? Потому что не врач предопределяет. Он может прогнозировать по опыту, по состоянию плода. Так ведь? Но не врач это решает. Поэтому все происходит так, как решил решающий, Всевышний Аллах. Но то, что Аллах предопределил до минуты, до секунды, оно не может оказаться ни на секунду раньше, ни на секунду позже. То же самое со смертью. То же самое со смертью. Инна аджал Аллах ида джаа ла юаххар. Воистину, когда приходит конец, который предопределил Аллах, ла юаххар, он не может отсрочиться. То есть он не может ни на секунду вперед, ни на секунду назад. Поэтому это все в руках Аллаха. И поэтому Аллах говорит, сура Ясин, 82 аят, «Иннама амруху ида арода шай'ан ай якуля лаху кун фаякун». То есть веление Аллаха таково, что если Он пожелает, чтобы что-то было, Он просто говорит этому «будь», и оно бывает. Все. Вот Аллах сказал «будь», и оно свершилось. Также аят сура Фатир, 2 аят. «Ма яфтахиллаху линнаси мир рахматин фаля мумсика лаха». То есть, если Аллах откроет для людей из своей милости, то есть Аллах Тааля предопределил, решил открыть для кого-то часть своей милости. Пришло благо, счастье, богатство или еще что-то, да? Фаля мумсика лаха. Никто не может удержать эту милость. Никто. Если Аллах открыл перед кем-то дорогу, дверь, никто не сможет эту дверь закрыть. Поэтому Аллах говорит, фаля мумсика лаха. То есть никто не сможет удержать эту милость Аллаха, если Аллах решил одарить кого-то из своей милости. И то же самое, уама юмсику. А если Аллах кого-то удержит, от кого-то удержит свою милость, фаля мурсиля лаху, то никто не сможет не спасать эту милость. То есть, если Аллах лишил кого-то, лишить чего-то, никто не найдется, чтобы принес ему то, чего Аллах его лишил. Поэтому, если Аллах лишил кого-то жизни, то ни один врач, ни один величайший ученый, ни один специалист не может дать ему то, чего Аллах его лишил. После него, мин бардихи. Ну, то же самое после зикр. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил сподвижников, нас, свою умму, произносить эти слова после завершения молитвы, намаза. Да, Аллахумма ла манига лима агдайт, ва ла мухтия лима манахт, ва ла янфагу дал джадди минкаль джад. То есть, Аллахумма ла манига лима агдайт. О Аллах, никто не может лишить того, кому ты дал. Ва ла мухтия лима манахт. И никто не может дать тому, кого ты лишил. Вот это и есть ла хауля ва ла куввата илля билля. Вот это и есть значение вот этих огромных слов. И именно поэтому это слово является саженцем райским. И это слово является сокровищницей из сокровищ рая. Сокровищем из сокровищниц рая.
Именно поэтому, потому что он несет в себе огромное значение. Это твоя связь с Аллахом. Это твое единобожие по отношению к Аллаху. Твое единобожие по отношению к Аллаху. Поэтому это есть твоя покорность. Это твое подчинение, когда ты говоришь «Ля хауля ва ля куввата илля билля». Ты покоряешься перед Его величием, перед Его могуществом, и ты оставляешь все дела кому Аллаху. Ты говоришь, что все принадлежит Аллаху, все наши дела, все наши дела, все наши движения, все наши слова. Даже грешник не сможет сказать свое греховное слово, если на то не будет воли Аллаха. Да, Аллах справедлив. Он дал ему сказать то, чего он достоин. Если бы Аллах пожелал бы, Абу Талиб сказал бы слова шахада. Так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так пророк старался, чтобы его родной дядя, который столько сделал для него, для своего племянника, который защищал его от кафиров, он же был его крышей, так ведь? То есть он никому не позволял, чтобы кто-то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обижал. Поэтому, когда он перед смертью, пророк сказал, скажи просто, ишхад, скажи ля иляха илlallah. Аллах пожелал, чтобы он сказал другие слова. Он сказал, я остаюсь в религии своих отцов. Но Аллах дал ему то, чего заслуживает его сердце. То есть Аллах справедливый. Но если бы Аллах не пожелал бы, он этих слов не говорит. Поэтому все, поэтому мы уверовали в предопределение Аллаха, и мы говорим, что каждый, даже шайтан не может никого ввести в заблуждение, если на то не будет разрешения Аллаха. Человек, вот сегодня сестры наши, пусть Аллах каждому даст наставление, там снимают платки, там вот свобода, это Аллах их ввел в заблуждение. И эта проблема не здесь, дорогие братья, не в волосах, не во внешности, проблема здесь, она тут. Я не верю, когда ко мне приходят братья и говорят, вот у нас есть брат, который там пиво пьет, но сам намаз читает. Я говорю, я не верю, что он намаз читает. Потому что то, что он пьет пиво, ну не про нулевку идет речь, да? Вот. То, что он пьет запретный, харамный напиток, это показывает состояние его имана. Значит, у него другие проблемы здесь. У него проблемы другие. То есть и другие, значит, проблемы. Это просто так не может быть, что человек там, машаллах, там искренне, с хушугом читает намаз, а тут там совершает запретные. Да? Нет, это все в комплексе происходит. Поэтому сестры, которые снимают прилюдно платок, у них проблемы с намазами, у них проблемы с поклонением, у них проблемы с богобоязненностью. Я никого сейчас не хочу там приговорами закидывать. Пусть Аллах всем даст наставление. Ни у кого нет гарантий. Поэтому мы в каждом ракагате говорим «Ихдина сират аль-мустаким». Веди нас по прямому пути. Сират гайриль магдуби галейхим валаду. Вот поэтому, дорогие братья, мы должны понимать смысл этих слов. Идем дальше. Так, у нас еще что-то много, да? Это слова являются словами искренности, когда сердце искренне предается Аллаху и только у Него просит помощи. Если мы говорим про «ля иляха илlallah», потому что они же вместе идут, да? Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ля иляха илlallah, валлаху акбар, ва ля хауля ва ля куввата илля билля. Калиматут таухид, «ля иляха илlallah». То есть это означает искренность в поклонении. То есть ты говоришь «ля иляха илlallah», нет истинного божества, кроме Аллаха, это искренность в поклонении. А что касается «ля хауля ва ля куввата илля билля», это искренность в чем? В спрашивании помощи. Когда ты просишь только Его помощи, только у Него помощь. Почему ты просишь только у Него помощь? Потому что ты понимаешь, что все происходит только по воле Аллаха. Больной, он может исцелиться только по воле Аллаха. Грешник может исправиться только по воле Аллаха. Твой заблудший сын или дочь может исправиться только по воле Аллаха. Поэтому это есть твоя искренность именно в спрашивании помощи Аллаха. И на это указывает аят суры Фатиха.
Ияка на'буд. Что такое ияка на'буд? Это ля иляха илляллах. Когда ты говоришь, тебе только мы поклоняемся, ва ияка наста'ин, и у тебя только просим помощи. Ученые говорят, вот это есть ля хауля ва ля куввата илля билля. Когда ты спрашиваешь помощи только у Аллаха. Только у Аллаха. И человек, который не поймет ля хауля ва ля куввата илля билля, то есть, что все только в руках Аллаха, и все, что происходит, любое изменение, любая перемена, любой сдвиг, любое движение, происходит только по воле и мощи Аллаха, человек, который не поймет это, он не сможет быть искренним в своих поклонениях. Поэтому, чтобы ты был искренним в своих поклонениях, ты должен понять вот эту первую часть. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Что все только в руках Аллаха. Как человек может, не понимая, что только Аллах дает, как он может просить только у Него? Пока он не поймет, что только Аллах дает, что только Аллах наставляет, что только Аллах исправляет, что только Аллах исцеляет. Пока человек этого не поймет, он, конечно, будет спрашивать и у солнца, и у дерева, и еще чего-то, и каких-то амулетов, да, потому что он не понимает главное. Он не понимает главное, что только Аллах исцеляет, только Аллах решает. Маша Аллаху кан, ва ма лам яша лам якун. И вот это значение понимали праведные предшественники. Ибн Аббас, радийаллаху анхума, когда у него спросили про слова «Ля хауля ва ля куввата илля билля», он сказал «Ля хауля бина аля аль-амали бит-таати илля билля». То есть «Ля хауль», то есть нет у нас возможности совершать какое-либо дело в покорении Всевышнему Аллаху, кроме как у Аллаха. То есть никто не сможет никогда совершить намаз, если на то не будет воля Аллаха. Никто никогда не сможет расходовать на пути Аллаха, давать садака, кому-то помочь, произносить зикры, воздавать хвалу Всевышнему, если на то не будет воля Аллаха. И нет у нас силы, возможности, мощи, чтобы оставить какой-либо грех, кроме как по воле Аллаха. То есть первую часть, он сказал, хауль, то есть это в совершении благих дел, то есть нет у нас силы, мощи, возможности совершать благое дело, кроме как по воле Аллаха. А вторую часть он сказал, нет у нас силы и мощи оставить какой-либо грех, уйти от какого-либо греха, кроме как по воле Всевышнего Аллаха. А Зухайр ибн Мухаммад, когда у него спросили, что же означают слова «Ля хауля ва ля куввата илля билля», он сказал «Ля та'худ ма тухиббу илля билля». Ты никогда не сможешь взять то, что ты желаешь, кроме как по воле Аллаха. Потому что мы с вами говорили, это, которое находится там, не сможет быть твоим, если на то не будет воля Аллаха. То есть оно не может изменить свое состояние, свое место, своего хозяина, так скажем, да, арендатора, кроме как по воле Аллаха. Поэтому «Ля та'худ ма тухиб илля билля». Ты никогда не сможешь взять то, чего ты хочешь, кроме как по воле Аллаха. Ты никогда не женишься, если на то не будет воля Аллаха. Ты никогда не разбогатеешь, если на то не будет воля Аллаха. Ты никогда не найдешь истину, если на то не будет воля. «Валя тамтани мимма тукра илля би'ауни илля». И ты никогда не избавишься от того, что ты порицаешь, то, чего ты боишься, опасаешься, кроме как с помощью Аллаха, Всевышнего Аллаха. То есть человек боится болезни, боится вируса, но он должен понимать, что он не сможет избавиться, не сможет уберечь себя от того, что он порицает, чего он опасается, кроме как с помощью Всевышнего Аллаха. Он не сможет уберечь себя от каких-то бед, от каких-то дурных последствий какого-либо дела, да, кроме как с помощью Всевышнего Аллаха. И поэтому, дорогие братья, сунна призывает нас, вот обратите внимание, машаллах, вот все в сунне пророка на своем месте. И если в каком-то месте нужно говорить именно это слово, значит на то мудрость Всевышнего Аллаха. Это не просто так. Сунна призывает нас повторять за муазином. Так ведь? Каждый раз, когда он
произносит какие-либо слова, мы произносим те же слова. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Но только, скажем, давайте попарно уж, 2 пары слов, да? 4 слова. После 4 слов мы не повторяем эти слова, а говорим что? Ла хауля ва ла куввата илля билля. Вот почему так? Почему, когда говорят Аллаху Акбар, мы говорим Аллаху Акбар, ашхаду ла иляха, ашхаду ла иляха. Но когда муазин доходит до слов хайя аля салях, спешите на молитву, мы говорим ла хауля ва ла куввата илля билля. Что это означает? Значит, никто не сможет поспешить на молитву. Никто не сможет совершить молитву, если на то не будет воля Аллаха. Ла хауля ва ла. Поэтому мы говорим ла хауля ва ла куввата илля билля. Хайя аля фалях. То есть хайя аля салях — это призыв к чему? К действию. Спешите на намаз. А хайя аля фалях — это результат действия. Спешите куда? К спасению. То есть спасение будет в судный день. И мы тоже говорим те же самые слова. Ла хауля ва ла куввата илля. Почему? Потому что как в этой жизни не будет нам этого действия, как по воле Аллаха только. Если Аллах не пожелает, чтобы мы поспешили на намаз, мы не сможем совершать намаз. Иногда говорят, абига бабайга там, абай, апа, давай намаз укинь. Вот Аллах берса пенсияга шығам, выйду на пенсию, на следующий день буду читать намаз. Я говорю, если Аллах пожелает. А если Аллах не пожелает, ты никогда не будешь намаз читать. Никогда ты не будешь намаз читать, если Аллах не пожелает, если ты недостоин этого намаза. Поэтому кого ты обманываешь? Ты думаешь, вот сейчас там поживу еще 5 лет, потом на пенсию выйду, все там. Если Аллах пожелает, выйдешь, вообще может и не выйти. Так ведь? Если Аллах пожелает, выйдешь и будешь намаз читать, но если не пожелает, то ты не будешь. Поэтому хайя аля салях, ла хауля ва ла куввата илля. И спасение, примется ли твой намаз? И спасет ли твой намаз тебя в судный день? Это от кого зависит? Это кто решает? Всевышний Аллах. Поэтому мы говорим, когда муазин говорит хайя аля фалях, спешите к спасению, ла хауля ва ла куввата илля билля. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Только Аллах решает, спасет ли нас этот намаз в судный день. Вот поэтому, дорогие братья, это есть сокровище. Что такое сокровище? Сокровище — это когда богатство не надо где-то собирать. Оно уже там. Оно уже там. Вот поэтому пророк, ученые говорят, почему он назвал эти слова сокровищем рая? Потому что эти слова, они собрали в себе уже. Вот эти все блага. Их уже не надо собирать, они тут все. Но для этого, конечно, мы должны понимать смысл этих слов. И очень важно понять, что человек, то, что он совершает благие дела, то, что он уходит от грехов, все в руках Аллаха. И очень важно понимать, что быть на пути истины, совершать намаз, давать садака, подчиняться, покоряться Аллаху, это в руках Аллаха, и поэтому нужно просить у Аллаха именно наставление. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда давал назидание своему любимому другу, сподвижнику Муад ибн Джабалю, он говорил: «Валлахи инни ла ухиббу». Я клянусь Аллахом, я очень люблю тебя. Я очень люблю тебя, Муаз, фаля танса, и не забывай говорить после каждого намаза. После каждого намаза. Эти слова и для нас, дорогие братья. После каждого намаза не забывай говорить следующие слова. Аллахумма а'инни аля зикрика. О Аллах, помоги мне поминать тебя. Дай мне помощь в поминании тебя. Ва шукрика. Дай мне помощь благодарить тебя. Помоги мне быть благодарным. Ва хусни гибадатик. И дай мне помощь наилучшим образом поклоняться тебе. Поклоняться тебе. И это тоже, дорогие братья, значение слов ля хауля ва ля куввата илля билля. У нас время истекло, поэтому давайте сегодняшнюю лекцию завершим. Хочу все-таки прочитать последний абзац, машаллах, очень красивый, он составлен из слов поминания
из зикров, которые говорил пророк, саллиллаху Аллахумма ияка нахбуд, о Аллах, только Тебе мы поклоняемся, валяка нусалли ва насджуд. И только ради Тебя мы совершаем намаз, и только перед Тобой мы падаем ниц. Ва иляйка нас'a ва нахфид. И только к Тебе мы спешим служить Тебе, поклоняться Тебе. Нарджу рахматак. И надеемся на Твою милость. Ва нахафу азабак. И страшимся Твоего наказания. Валя хауля валя кувата илля бик. И нет ни силы, ни мощи, ни возможности, ни каких-то изменений, да, кроме как по Твоей воле. Фаля такильна иля анфусина турфата айн. И, о Аллах, не оставляй нас наедине с самим собой, то есть своим нафсом. Не оставляй нас на руки наших нафсов турфата айн, на мгновение ока. Потому что даже если Аллах на секунду оставит нас без своей милости, без своего тауфика, без своего наставления, наш нафс, он сожрет нас, он погубит нас. Анта раббуль алямин, Ты, Господь всех миров, ва иляхуль аувалин валь ахирин, и Ты являешься божеством как первых поколений, так и последних. Ла иляха илля ант, и нет истинного божества, кроме Тебя. Настагфирука ва натубу илейк. Мы просим у Тебя прощения и возвращаемся с покаянием к Тебе. Это был сегодня у нас, дорогие братья, сегодня была последняя лекция, уроки зикра, и мы переходим уже к другому тому книги, где будем разбирать уроки уже дуа. То есть мы, как Бедуин говорил пророку, помните, да, хадис? Когда пророк сказал, говори вот эти слова, он сказал, это же Аллаху, а где мне? Вот сейчас уже переходим к нам. То есть это дуа, то есть как правильно просить у Аллаха, какие дуа принимаются, какие нет, какие правила есть дуа, что лишает нас ответа дуа, или же побуждает, например, чтобы дуа наши принимали, является причиной. Вот об этом будем, иншаллах, говорить. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, джазакум Аллаху хайран.